Парламентарии Коми определились с повесткой на предстоящую сессию Госсовета. Уже завтра они рассмотрят 29 вопросов, 25 из основного блока и 4 дополнительных. Избранникам народа предстоит решить судьбу главного финансового документа республики. Также в списке утвержденных тем есть изменения в социальной сфере и в работе самих депутатов. Какие новшества на горизонте, расскажет Наталья Юрина. Один из основных вопросов предстоящего заседания – объемный и требующий особого внимания. Парламентариям предстоит принять решение по главному финансовому документу Коми на 2022 и 2 последующих года. Согласно ему, в следующем году доходы республики оцениваются примерно 85 миллиардов рублей. При этом расходов прогнозируется больше – на 10 миллиардов рублей. Накануне, перед рассмотрением бюджета на ближайшую трехлетку, затраты увеличили еще по нескольким социальным направлениям. На укрепление маттехбазы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования – более 250 миллионов рублей. На сертификаты для приобретения жилья детям-сиротам – более 30 миллионов рублей. На финансирование проекта «Народный бюджет» будет предусмотрено 400 миллионов рублей ежегодно. На осуществление расходов по реализации льготного лекарственного обеспечения населения дополнительно предусматривается 250 миллионов. На господдержку сельского хозяйства 220 миллионов рублей ежегодно. Добавят денег муниципалитетам и на сферу образования, увеличат зарплаты учителям, вложат средства в образовательные программы. На эти цели направят почти 1,5 миллиарда рублей. На сегодняшний день расчет будет производиться по состоянию на 1 января текущего года на одного воспитанника. В этом изменения, так скажем, заключены. Далее, значит, методика, расчет методики, он коснется нескольких нормативов. Это норматив для вечерних сменных школ. Это вводится норматив на обеспечение сопровождения детей, школьников, дошкольников с ограниченными возможностями. Увеличивается норматив для наших педагогов. А вот у парламентариев работы прибавится. На рассмотрение реализация наказов избирателей. Это новый механизм в Коми. В случае его одобрения депутаты Госсовета смогут решать проблемы населения с помощью бюджетного финансирования. У жителей республики появится еще одна возможность реализовать нужный проект. При этом программа «Народный бюджет» продолжит действовать. Депутаты Государственного совета могут вносить свои проекты в соответственный комитет по бюджетным налогам и экономическому развитию. Они формируют весь пакет, потом отправляют на заключение в правительство Республики Коми, чтобы там они посмотрели важность и необходимость этого проекта, и экономическую и социальную составляющую. После этого они возвращаются сюда, президиум Государственного совета окончательно подготавливает для того, чтобы вынести на заседание, и постановлением Государственного совета Республики Коми будет приниматься весь пакет на календарный год. Все социальные выплаты парламентарии намерены сохранить. А льготы по взносам на капитальный ремонт для одиноких пенсионеров старше 70 лет продлить. Конституционный суд Коми по общероссийской тенденции упразднят с 1 февраля 2022 года. Расходы, причитающиеся на содержание Конституционного суда, направят на поддержку социальной сферы. В настоящее время получилось так, что основные моменты отработаны, и у них у Конституционного суда остается 5-8 дел на год. Понимаете, это не очень много, так мягко говоря. А затраты сравнительно, хоть и небольшие, но все равно это миллионные затраты. Я прямо скажу, что это около 20 миллионов содержать Конституционного суда. Всего же на предстоящем заседании Госсовета Коми парламентарии рассмотрят 25 основных и 4 дополнительных вопроса. Решения по ним народные избранники примут 24 ноября. Наталья Юрина, Роман Боровиков, телеканал Юрган.